Добрый дзень, гэта канал Свабода Прэміум, тут Ганна Соусь. Сёння жалобны дзень, людзі ушаноўваюць памяць загінулага 12 лістапада ў выніку збіцця Рамана Бандарэнкі. Пра тое, якім чалавекам ён быў, што любіў, чым цікавіўся, пра што марыў. Мы гутарым з ягонай стрыечнай сястрой Вольгай Кучарэнкай. Добрый дзень, Вольга. Здравствуйте. Да, ну, хотя дзень недобры, это я неправильно сказала. Найперш шчырыя спачуванні вашай сям'і. Сёння вельмі многія людзі называюць Рамана героем Беларусі, які загінуў фактычна за чырвона-белы сцяг. Ну і вот людзі, якія цяпер нас глядзяць, хацелі б больш ведаць пра вашага брата. Ну, найперш скажыце, я ведаю, што вы сёння цэлы дзень бегаеце па розных справах, звязаных і са следствам, з экспертызай, з пахаваннем. Што самае апошняе вядома? Ну, мы дозвонились в судмедэкспертизу. Недавно нам сказали, что нужно собирать там справки, какие-то разрешения. Ну, то есть как бы больше такая бумажная какая-то волокита. По тому, когда нам могут отдать дело и всякие сроки, и там, когда мы можем планировать похороны, нам пока ничего не известно. Поэтому мы как бы собираем справки, какие-то документы. Нам сейчас, ну, как бы, я так понимаю, мы соберем эти документы, и нам отдадут какую-то справку из судмедэкспертизы, и мы хотя бы сможем почитать, что, какое у них заключение. Вольга, калі вы апошні раз бачили Романа, про что говорили, памятаете? На самом деле, я его видела очень мельком, потому что он очень много работал, и, ну, как бы в последнее время вообще очень много. И если я приходила, то я приходила больше к его маме, а уже он, ну, это как, типа, мельком мы увиделись. Привет, привет. А вы были, я так разумею, что вы вельми близкие были с самого детства. Да. Ну, я не скажу, что конкретно я была очень близкой. То есть и я была близкой, у меня еще родная сестра есть. То есть мы вот прямо наша троица, мы прямо очень дружили. У нас мы на даче вместе там лето проводили, ездили. Проводили время вместе в водах разных, культурные мероприятия. Все время. Скажите про яго сям'ю, про яго бацькоў, хто яны, дзе ён нарадзіўся, як прайшло дзяцінства? Родился он в Минске. Ну, он был довольно и был, и есть, и до недавнего времени был таким оптимистичным парнем, всегда готовым прийти на помощь, такой активный, крепкий. Вот, хотя с детства он вообще, ну, он как бы младший, и ну, он такой совсем малыш, типа низенького роста был, его всегда малышом воспринимали, там мы всегда играли в дочки матери, и он всегда был ребенком в этой игре. Вот. И его всегда все любили, он был любимчиком, очень любили все. А чым мама яго займаецца, тата? Ну, мама с папой, они как бы в разводе, папа в другой стране живет. Вот, поэтому я не знаю, возможно, бизнесом, потому что он довольно-таки активный человек. Вот. Мама, ну, она работает где-то там в туризме, то есть разные у нее виды деятельности, тоже достаточно очень активная женщина, то есть у нее очень много всяких видов деятельности. Вот. Но вообще как бы семья интеллигентная, такая умная, ну, там, что с высшим образованием, у нас все с высшим образованием, это понятно, золотые всякие красные дипломы, золотые медали. По образованию. Роман, я так разумею, адзіны сын. Больш нікога не засталося ў яе, так. У якім яна цяпер стане? Ну, в тяжелом, конечно. Я стараюсь ее как бы максимально ограждать от всего. У меня даже такое ощущение, что я больше знаю обо всем происходящем, чем она. А можете згадаць, вот, чым ён цікавіўся ў школе, што чытаў, што глядзеў, як маляваць пачаў? Ну, я думаю, что в большей степени я могу сказать, что он был просто фанатом рисования. Вот. То есть, как бы сказать про какие-то другие. Но он был спортивным.
Вот, я помню, в детстве он там и ходил на какой-то брейк-данс, и даже к нам домой приходил, и прямо у нас в прихожей его танцевал, и все там на празднике там прямо вокруг него собирались. У него там спортивные велосипеды были, то есть он такой как бы очень активный спортивный парень такой, был без всяких как бы там каких-то проблем. Вот. Ну и в армию его определили, в спецназ туда как бы не берут просто так. Это как бы нужно иметь крепкое здоровье и психически они должны быть устойчивыми. Ну, короче, там должен быть такой анамнез, что как бы просто людей туда не берут. І ён хацеў служыць добраахвотна пайшоў, ці трэба просто было? Ну, вы знаете, у него по мужской линии все служили, и, если я не ошибаюсь, они все как бы были типа спецназовцами или вот что-то близкое к этому, поэтому он к этому относился, ну, как к норме, то есть, ну, он не боялся, не пытался откосить, то есть, ну, как бы надо, значит, надо, то есть, ну, как бы... А як ён пра сваю службу згадваў, што вядома вам было, якія былі яго ўражанні? Ну, такая вядомая вельмі частка, у якой ён служыў, Ну, так? ну он, конечно, рассказывал, как они там всякие полосы препятствий проходят, там, ну, как бы, что их там тренируют очень. Он ко мне приезжал как-то, увольнительная у него была, там, и он ко мне приезжал домой. Я его вообще не могла узнать, потому что это был другой человек. Он был такой накачанный, большой. То есть, ну, вот я говорила, что он в детстве был всегда маленьким таким, малютка как бы. Вот, он родился недоношенным, у него там одна часть легкого не открылась, там все за него боялись, как бы, но он как бы выкарабкался. Вот, и потом постепенно как бы рос, там, спортом вот увлекался там, вот, и как бы, ну, типа крепчал, но все равно он всегда был таким худеньким, как бы, подтянутым, худеньким. А тут он прямо приехал ко мне, это такой шкаф зашел, я прямо обалдела. Лицо Ромина, все остальное не Ромина. Вот, поэтому, да, он мне рассказывал, ну, как бы, конечно, каких-то там ну, таких особых подробностей или каких-то, может быть, то, что им нельзя рассказывать, он мне не рассказывал, ну, как бы, такую общую информацию, ну, в принципе, об этом можно было бы, наверное, и догадываться самому, если бы задумывался. Як вы мяркуеце, ці звязана, што так жорстка з ім абышліся, якраз тое, што ён быў, ну, былым паплечнікам, ці проста ён быў з добрай фізычнай падрыхтоўкай, і яны вырашылі яго так, ну... Понимаете, в чем дело, как бы, ну, я не думаю, ну, мне, конечно, сложно сказать, как бы там были свидетели, они там уже много чего рассказывали, и в СМИ появилась информация, но его личность никак не была Яны не ведалі, идентифицирована. хто ён, так, так. Нет, он вообще оказался просто случайно там, можно сказать. То есть, ну, за него зацепились случайно. Вот, просто, ну, как бы они искали, с кем бы вот провести эту провокацию. Парней там было мало, там в основном были девушки, поэтому как бы... Вольга, вы кажаце пра тое, што ён все, ну, і ў дзяцінстве все жыццё маляваў, а што ён маляваў? Ці захаваліся яго карціны, ці былі ў яго выставы, які стыль, якія сюжэты ў яго былі? Ну, он не художник, как бы, как знаете, типа на вольную тему рисую там какие-то картины. Вот у меня муж художник, и он как бы рисует картины и делает выставки. Ну, Рома, он больше рисовал как бы для себя. То есть с детства он рисовал, как вот мальчики там любят там всякие черепашки-ниндзя, машинки какие-то, ну, то есть герои, которые на тот момент были популярны, да. Потом он поступил в колледж архитектурно-строительный, и он там рисовал, ну, то есть то, что там как бы по программе у них было, там всякие натюрморты, гипсы, то есть то, что как бы полагается. Вот, потом поступил в Академию искусств, там рисовал, то есть там тоже были задания. Ну, конечно, он как бы и для себя что-то рисовал, но это всегда как бы было какие-то, ну, не то, что это как бы прям тематические картины, именно картины, которые можно назвать. Дома не вісяць, ці падарункі, можа, ён даваў за сваіх твораў, нема у вас нічога не захавалася? Нет, мне он ничего не дарил, он другим людям рисовал портреты, их портреты, ну, в подарок там, например, на день рождения, это я знаю. Вот. Ну, дома, может, у него что-то и сохранилось, я могу, конечно, узнать всю вселенную.
Вы бачылі гэтую карціну, цяпер намалявалі яго з чырвона-белым сцягам, яе шмат у сацыяльных сетках зараз рэпосцяць. Мгм. Ну Бачылі? да, видела. Да, видела. А якое было ў яго стаўленне да чырвона-белага сцягу, ці быў свой сцяг у яго дома? Ну, понимаете, я не знаю, был ли у него флаг, потому что, ну, как бы мы про это не особо много разговаривали, и вот как раз-таки в этой теме мы вместе не были. Вот. Я знаю только, что он не ходил на митинги, потому что он мне сам говорил, что, ну, как бы туда ходить опасно, я знаю, что может случиться, если тебя повяжут. Вот. Флага, не знаю даже, но у нас в стране у всех есть флаги, потому что как бы таких людей большинство. Што ён, калі вы з ім гаварылі, ці калі ведаеце, можа, ад маці, што ён пра сітуацыю апошнія 3 месяцы, якая ў Беларусі адбываецца, што ён гаварыў? Ну, акрамя таго, што ён так не хадзіў сам, але ж, ну, меў меркаванне, стачыў, я думаю. Ну, он, конечно, интересовался всем происходящим, ну, как бы он не просто так оказался на площади. Мне он не говорил там. То есть я понимала по нему, что он, конечно же, возмущен всем тем, что происходит на улицах, что, конечно, мысли у него правильные и в нужную сторону направленные. А ці была ў яго жонка, ці была ў яго сяброўка, ці былі блізкія людзі, якія для яго былі важныя? Да, жена у него есть, они жили вместе и с мамой вместе. Вот. Детей не было. Вот. Но он очень много работал, то есть сейчас он занимался, я так понимаю, больше именно карьерой. Ну, то есть как бы там, где он работал сейчас, его не очень устраивало, потому что он хотел больше в художественную часть направиться. Поэтому он, конечно, ну, как-то там пытался, видимо, выйти на такой путь. Ну, а потом, видимо, уже дальше, уже личную жизнь больше. А раскажыце пра жонку, чым яна займаецца, і пра працу Романа, вот якая ў яго была апошнім часам. Да, это мне пишут со Следственного комитета. Ой, ну про жену я, честно говоря, ничего сильно рассказать не могу, потому что как раз-таки с женой я очень мало общалась. То есть, ну, как бы у меня больше именно с Ромой были. Ну, она пару раз была у нас на праздниках, мы просто как бы, ну, на бытовые темы общались. Очень мало сказать ему. А праца яго, вот, ну, я просто апошнія хвілінкі уже скарыстовую, так больше ну, доведаться. он работал, после армии он работал, пошел работать в Остров Чистоты, это магазины у нас, такая большая сеть магазинов. Вот, и он как бы рос по карьерной лестнице, потому что человек умный, образованный, как бы, ну, все у него как бы для этого было, все данные. Он как бы рос по карьерной лестнице и дорос до директора магазина, открыл несколько магазинов. Ну и, в принципе, он как бы, ну, не очень был душевно, душа у него как бы была, лежала к художеству, и он как бы все время, у него были цели уйти из этой области и все-таки продолжить художество. И он учил детей малявать, так? Ну, детей он учил, это на площади он ходил, как бы. Ну, просто как бы проявлял активность, чем мог, помогал как-то. Больше такой тоже для души это его дело. Пра што ён марыў? Ну, вы кажаце, што марыў быць у мастацтве, у сферы мастацтва, працаваць. Якая яшчэ ў яго мара была? Што ён вот так планаваў, хацеў, але не паспеў? Ну, понимаете, он мужчина. Он как бы таких вот душевные вот эти разговоры мужчинам, они не свойственны. Ну, как бы я знаю, я просто видела, как он как бы, видно было по нему, как он все время переживает вот эту область, именно вот он в художественное хотел уйти. Вот, он пробовал там тестовые какие-то высылал там на фирмы, резюме рассылал, там пробовал куда-то устроиться, но когда у тебя нет опыта работы в художественном, то как бы получается, что как бы тебя и не сильно хотят взять. Вот, ну, то есть, если повезет зацепиться, то потом уже как бы пойдет как по накатанной. А вот, ну, у него все не получалось, и он, ну, как бы продолжал работать в сфере вот в этой удовольствия. А якое кола сяброў у яго было, што вы ведаеце пра яго сяброў? Ці шмат у яго было сяброў? Як яны цяпер? Я знаю, что он общался там точно раз в год, он встречался с вот этими вот, с кем служил ребятами,
Вот, то есть вот это такие у него друзья. Какие-то у него были друзья, я знаю, они просто жили в другой стране, ну, в России. Вот, и у него с детства как бы там сохранились друзья, то есть с ними он общался. А вот как бы здесь я, честно говоря, не знаю, какие у него друзья. То есть это такое как бы... Это его личная жизнь, и он как бы мне не особо рассказывал вот такие моменты. Тут мы больше разговаривали о каких-то таких, ну, наших взаимоотношениях. Ну, то есть вот такое что-то. А калі вы зараз яго згадваеце, якім вы яго бачыце, вот, ну, які эпізод такі, вот, можа, які найбольш яго характарызуе? Можа, нейкі выпадак, нейкая фраза, вот, калі зараз так згадваць? Он всегда мог вспомнить какие-то очень тонкие моменты, такие душевные из нашей истории жизни. Я всегда поражалась тому, что вот он как бы, ну, насколько он умный. То есть я человек такой очень быстрый и, наверное, можно сказать, в какой-то степени поверхностный, а он очень так глубоко чувствует. И, ну, вот там вспоминал там про дедушку, про нашего, там про родственников, как было раньше, в детстве, какие-то моменты. То есть вот я помню, как он вспоминал такие какие-то именно из детства моменты. Ну и как мы проводили время, тоже смешные. Он очень оптимистичным был человеком. Як вы лічыце, Неагрессивным. як вы лічыце, што будзе бліжэйшы час у справе смерці, гібелі вашага брата? Ці верыце вы Вообще, у ну, справедливое расследование? я верю, потому что, ну, как бы это единственное, что мне остается делать. Вот, и мы все делаем возможное. Вот, но прямо так вот сказать, что я считаю будет, я не знаю. Ці вы пра Просто не скажу. помсту? Ці вы пра помсту думаеце? Ну, нет. Я человек, который считает, что в жизни происходит все так, как оно должно произойти, и ну, как бы, и что все воздастся, это как бы, ну, естественным путем. И что от нас уходят люди только лучшие. А они лучшие, они будут страдать. Вот, поэтому как бы конкретно я, ну, не с мыслями о мщении, да, но как бы я знаю, что справедливость, она рано или поздно восторжествует. Якая падтрымка, якая дапамога вашай сям'і цяпер патрэбная? Ну, вы знаете, помощи очень много, люди все пишут, прямо, я даже не знаю, что людям говорить. Ну, мы завели как бы счета там благотворительные, люди перечисляют деньги. Ну, а так как бы все, ну, все максимально стараются помогать, и какие-то организационные моменты пишут, как бы все готовы сделать. Там. Вот, то есть помощи много, я даже не думала, что вообще такое может быть. Все очень-очень объединились, и очень много, очень много. Мне в мои личные сообщения, ну, наверное, ну, несколько тысяч сообщений пришло. То есть, понимаете, только мне лично несколько тысяч сообщений пришло. Калі б я вас попросила 3 словы назваць, якія характарызуюць вашага брата, подумайте, што б вы сказали? Дзеясловы, назоўнікі. Очень, очень легкий был, с юмором и готовый всегда прийти на помощь. Дзякуй вялікі, гэта была Вольга Кучарэнка, стрыечная сястра загінулага Рамана Бандарэнкі. Яшчэ раз выказваю спачуванне вам, вашай сям'і з гэтай велізарнай стратай, з гэтай трагедыі. Трымайцеся, калі ласка. Спасибо. Дзякуй, што знайшлі час расказаць пра брата. Да пабачэння.